Добрый день, дорогие друзья! Сейчас вышли на поиски тайги. Не знаю, просто уже смысла нет, в принципе, искать, но все же надеюсь на лучшее. Возможно, и случилось что-то. Возможно, то, что украли, 1%, это возможно. А 99%, что ее уже нет. Это мои предположения. Не знаю, я 2 дня назад отпускал тайгу новую с ошейником. Она 15 минут задержалась в лесополосе в той части. И я взял с собой Лую и Умку. Вон Умочка стоит. Мы сейчас по свету. Не получилось ни вчера не сходить, потому что у меня записи были в больнице. Не получилось мне никак сходить, посмотреть. Я прицеп еще на реставрацию отвозил. Он весь гниет, прогнивает. Мне сейчас ребята должны там делать. На Авито просто нашел и поехал. Тут 40 километров, деревня какая-то была. Подешевле просто берут. Поэтому отдал им, там реставрируют прицеп полностью. В общем, такие дела. Сейчас вот вышли. Пойдем посмотрим ту лесополосу. Что там она остановилась на навигаторе. Тогда 15 минут кружила. Пришли мы на то место, где новая тайга тогда по навигатору стояла. Вот она прям стояла между теми 2 деревьями. Сейчас туда пройдем. Вот, минут 15. Здесь у нас Сумка носится. Я надеюсь, клещей нету. Здесь камни какие-то. Так. Я еще в шортах. Блин, надо было какие-то эти одеть. Так. Что здесь? Здесь какая-то птичка размазанная уже. Главное, чтобы змей не было. Так. Не пойму, а что она здесь стояла-то? Что ей надо было здесь? Что она здесь искала? Здесь ничего нету. Вот я просто думал, что может быть и тайга здесь лежала. Но, видите, ничего нет здесь. Вот она прям между 2 стояла здесь 15 минут. Что она здесь делала, я не знаю. Вон нюхтит что-то. Нет ничего, мусор только какой-то. Пакеты. Больше ничего нет здесь. Купил для всех глистогонное еще раз. Проглистогоню через месяц. Также купил им всем от клещей, так как будем выезжать в лес. Именно для 5 животных. Купил от клещей, там на 3 месяца он идет. Препарат, съедаешь его и на 3 месяца защищен от клещей. Пик весна и говорят еще пик осень. Поэтому в течение там 2-3 недель я дам им эти препараты. Как раз дам новой тайге, Арии, Умке, Алите и Луе. Че, пойдемте, нету здесь ничего. Здесь вот так поля выходим. Здесь просто такой закуточек был. Сейчас покажу. Вон там люди работают у нас. Вот здесь вот такой закуточек. Вон там мы ее тогда нашли ночью. Новую тайгу. 15 минут она на месте стояла. Я отпускал ее. Искали когда в поисках. Ты опять, блин, кого-то за... Капец, маленького вообще. Посмотрите, какой он маленький. Это детеныш крота. Я думаю, кого она там тащит. Да. Надо убрать, а то... Луя, ты у нас, короче, это, как... По кротам специализируешься, походу. А ты, малой, почем будешь специализироваться? Кротятница, ё-моё.
одних кротов ловят. Сколько она уже? Штук их 7 за все время. Или это что? Подождите, это не крыса? Не крысеныш маленький? Нет, это крот. Крот маленький. Пойдем. Еще, друзья, не помню, вам показывал, нет. Вот она, стояночка, какая получилась. Видите, все в ПГСе. Под низом у нас, ну вот до ворот сделали стоянку, еще там надо будет подсыпать, чтобы расстояние до ворот было маленькое, чтобы не пролез никто. Вот она сравнялась с дорогой, если вот так смотреть. Вот уже можно спокойно подъехать и поставить машинку. И не будет никакой грязи в сезон дождей. И еще, кстати, елочки, кстати, вот это погибло. Вот это, ну, короче, погибает, походу, елки наши, сосны. Точнее, посмотрите, здесь какой цветок у нас вырос. Красота, вы посмотрите. Какой он большой, красивый. Его надо полить, чувствую, засыхает. И вот должен распуститься еще бутончик. И здесь вон бутончик должен будет распускаться. В общем, надо полить цветочки эти. Сейчас зашел в прогулочную зону Акелину. Сергей вот возит ПГС, который нам привезли. Вот сюда прям по край. Я буду сейчас граблить и засыпать это место, чтобы они не копали. Оставил одного Акелу здесь, этих беспредельщиков, в буферную зону посадил. Луйка, ты чё ушла? Иди сюда. Ария, ты подойдешь сюда? Ария, иди ко мне. Морда, зимой красивая вообще станешь, да?
распушишься. Она уже по весу перегнала новую тайгу, ей 6,5 месяца. Новая тайга 26 килограмм весила, ну там 27 почти. А Луи у нас 28 килограмм. 4 дня назад взвешивал. Вон как наблюдают все. Ария, иди-ка, подойдешь? Не хочет, устали, набегалась. Иди сюда. Видите, в чем отличие? В чем отличие высокопроцентных гибридов, даже, ну и от валендов, и вообще конкретно от собак? Они, когда им надо, только будут подходить. Они вот так по щелчку, я не знаю, таких очень мало. Но вот которые именно с лайкой вязали, западносибирской, таких практически нет. Они вот так на команду не реагируют. Она знает эту команду прекрасно. Но она видит, что я просто ее зову. Ничего не вообще нету у меня ни мяса, ни где-то там я в лесу, еще где-то. Просто валяюсь, и она думает, зачем мне это надо, и не подходит. Морда здоровая какая. Подойти к Арии, что ли? Ну там все сразу заревнуют. Алитка должна подбежать сразу. Ну давайте попробуем. И Луя встала. Не, что-то не особо. Он уходит, покоя хочет. Ария, ты чего? Обиделась? Или чтоб Луя к тебе не приставал?
Насыпали сюда ПГС еще. Трактором также разровнял все. Там сделали дорожку. Ну, в общем, посмотрим, как она приживется. Алита, ты чё? Пошел дождик. Как это профессионально Алита сделала. На Арию, офигеть. Я видел, что так делают они между собой, когда на Акелу. Но не думал, что и на Арию так делают. Это вот заигрывают так. Она уже размером как Алита. Наша Ария. 4 месяца. Ну, 4 неделька. У Алиты, конечно, энергии, мне кажется, больше всех. Многому вас научит Алита. Что ты смотришь? Нельзя, не подходи. Вот у меня уже зажила, правда, но все равно. Где тут? Вот он как опалил. Мазь хорошо помогла. И вот эти еще пальцы 2. Вот этот самый больше пострадал, мизинец. Уже 3 дня прошло. Видно на пруду, как дождик идет. Ну и слышно. Рыбкам самый кайф. Это я жгу, друзья, у кого будет по-любому вопрос, это я мусор жгу. Всякие деревяшечки, всякие веточки. Также отходы от волков. Что они здесь делают? Собираю, все это сжигаю. И все это превращается в прах, потом с землей перемешиваю, и все четенько. Арюшка.
трубит. И гавкает, представляете? Вот вам опровержение того, что волки тоже могут издавать звуки и лаять. Конечно, это... Что ты, Фурия? Ну, еще давай. Давай. Вот у нас Куба подбитая, раненая. Отправил врачу ее состояние. В общем, сейчас взял перекись обычную и обработал ей рану. Не сразу удалась, пришлось минут 15 с ней побыть, поработать. Только после этого вот она дала себе ранку. Она вся вон белая. Иди сюда, Куба, покажись. Куба, иди ко мне. Куба, ну покажись. Вон, смотрите, все в пене. Иди сюда, Куба. Иди ко мне. Иди сюда. Идем. Иди сюда. Ну все, Фурия начинает. Ну все. Вот, покажись. Вон у нее, видите, все в пене. Уже шугается меня, то, что вот я ее обрабатывал. Глаз у нее светлый, кстати. Иди сюда. Вот, сейчас вот далась, посмотрите на ее ранку. Вон еще уши в какой-то тут фигне, не пойму. Башка у него такая, я скажу, не маленькая. Ладно. Тоже вот это ходят как волки туда-сюда, туда-сюда. Они тут с Вегой не дружат до сих пор. Что-то она вот пропоносила, не пойму, в чем это. Вега нормально сходила, это пропоносила у нас. Может, от глистогонных такая реакция, хотя не знаю.